Добрый вечер, уважаемые телезрители. В студии «Вечерний чай» интересный гость, удивительный гость, интересный собеседник. Это Пряткин Сергей Геннадьевич, президент Российской футбольной премьер-лиги. Мы вас приветствуем, вам громадное спасибо за то, что вы нашли время и посетили нашу уютную студию. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые хозяева, уважаемые жители Чечни. Ну, вы знаете, я прошу прощения, что я взял не то что инициативу, а попросил вот слово у вас, или прошу. Ну, во-первых, я с глубоким сожалением хочу выразить слова глубокого, так, сожаления своего и всех наших коллег теми событиями, которые случились в Чечне и случились у чеченского народа. Низкий поклон им и чувство благодарности за тот самоотверженный труд на поприще военной своей службы, которой вот они оказали такое сопротивление, благодаря чему вот смогли, так сказать, и предупредить, и отстоять чеченский народ, Россию. Самые искренние соболезнования. Вы знаете, наверное, Сергей Геннадьевич, вы начинаете наш разговор именно с того, с чего должно его начать. Я вам хочу сказать, что, ну, да, это трагедия, и тем не менее их души принадлежат уже Аллаху, тела священной чеченской земле. Память о них – это не только память их семей, но это будет память у всего чеченского народа. И мы им благодарны так же, как и вы. И мы присоединяемся к вашим словам. Итак, Сергей Геннадьевич, вы возглавляете хозяйство. Это беспокойное хозяйство. И вообще, чем день футбольного функционера, можно так сказать, наполнен? Ну, на самом деле, действительно, очень интересный вопрос. Кстати, очень редко его задают, и огромное спасибо за него. Действительно, это большое хозяйство. И беспокойное, вы правильно подметили. Почему беспокойное? Потому что это элита российского футбола, это 16 клубов российской футбольной премьер-лиги, ну или по-старому назовем это высший дивизион российского футбола. Абсолютно разные клубы. Абсолютно, чтобы вы понимали. Абсолютно разные клубы. Есть клубы, которые в какой-то мере косвенно или напрямую поддерживают крупные государственные компании. Есть клубы, которые финансируются и которыми владеют частные лица. Есть клубы, которые, по сути дела, если бы не региональные власти, вы, наверное, уже понимаете, что я в том числе делаю и акцент на футбольный клуб «Терек», которые полностью содержат и помогают развиваться местные региональные власти. То есть абсолютно разное хозяйство, абсолютно разные интересы, которые мы стараемся свести к одному, к общему развитию российского футбола, к общему развитию его, так сказать, отстаивания интересов российского футбола на международной арене, делегирование игроков в национальную сборную России, участие наших клубов в европейских турнирах, это таких как Лига чемпионов, Лига Европы, участие этих клубов в Кубке России, в Суперкубке. То есть абсолютно разные цели. Абсолютно разные цели. Конечно, все цели слагаются из своих и финансовых, в том числе, возможностей. Вы знаете, что есть ряд клубов с достаточно большим бюджетом, есть с абсолютно средним бюджетом, но тоже определенные цели они ставят. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть или ущемить, но даже те клубы, которые занимают там позиции по итогам чемпионата России с 10 там, по 16 место или находятся в зоне вылета, они тоже определенные цели ставят перед собой. Это и социальная значимость таких клубов в своих регионах, это и привлечение молодежи, это и здоровый образ жизни. То есть абсолютно разные цели, но все цели очень благие. Рабочий день достаточно сложный. Вот вы знаете, сегодня мы находимся в городе Грозный, в Чеченской Республике. Завтра у нас еще 2 матча. Это последние матчи перед, назовем так, зимней паузой или первой частью чемпионата. Следующий уже старт произойдет в марте месяце, в начале марта.
Вот. Хотя ряд наших клубов будет продолжать участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но вот перерыв для основных клубов, он наступает, будем говорить, послезавтра. Завтра последний тур. А вы можете вот конкретно сейчас в этой студии, за этим столиком сказать, а крымские команды, они вписались? Вы знаете... Или еще не вписались? Или процесс идет? Я могу сказать, что процесс идет. Вы знаете, что было буквально недавно, вот 2 дня назад, было решение УЕФА. Мне даже сложно сейчас комментировать, потому что пока еще решение УЕФА не пришло в Российский футбольный союз. На исполкоме Российского футбольного союза, который будет 16 декабря, этот вопрос, видимо, еще раз будет подниматься или, во всяком случае, доводиться информация. Но по той информации, которая есть, пока УЕФА воздерживается от разрешения на участие крымских команд в первенстве Российского футбольного союза, в чемпионате Российского футбола. Связано это с тем, что в ФИФА есть четкое положение о том, что необходимо согласие Украинской Федерации футбола, поэтому я думаю, что сейчас будет производиться еще раз консультации с Украинской Федерацией футбола, и уже дальше будет поставлено в этом вопросе. То есть точка. Никаких точек, это Пока многоточие? нет, многоточие, я могу сказать откровенно, что пока еще стоит многоточие. Скажите, самое яркое нефутбольное впечатление со дня прилета сюда? Вот сколько вы здесь? Вчера прилетели, суток еще сутки. нет, да. Еще пока нету, но будет. Я неоднократно бывал и в Чечне, и бываю в Чечне, и буду, надеюсь, еще не раз. Вот. Яркое впечатление, я могу сказать, если так вот изначально, очень низкая облачность вчера была, очень низкая. И практически самолет вынырнул уже у взлетной полосы. Я имею в виду, оставалось не так много метров для приземления. И первое впечатление у всех коллег, у всех это куча огней, красочные огни, такие огни, что город живет, Чечня живет, здравствует. И поэтому сразу впечатление было такое, как появились огни, притом на огромной площади. Это говорит о том... Вы же видели город и в 70-е годы, и Я огни видел те, и годы, огни да, эти, да, хоть то есть я и ничего был, не меняется. Хоть я был в то время там, если, скажем так, по-мужски пацаном, на самом деле, да, я неоднократно ездил через Грозный со своими родителями, могу сказать, что это зеленый, красивый город был, шикарный, со старыми особняками, с чистыми улицами, с шикарными магазинами, так назовем, да. Вот. Это была такой элитный город, кавказский город, элитный такой. Скажите, а кроме футбола, какие виды спорта? Если честно, я признаюсь, я редко кому когда признавался, но я признаюсь, я к футболу отношения... В детстве, конечно, все мы играли в футбол. Да. Я даже помню, я в свое время занимался в школе Горанов футболом чуть-чуть, но на самом деле я выходец из единоборств. Наверное, чеченским ребятам это более понравится даже. Вот. Почему? Я сам самбист, честно вам скажу, боролся и по самбо, и по дзюдо. В основном я боролся вы, наверное, помните, у нас были ведомства различные, трудовые резервы. То есть и студенческие? Нет, я боролся в «Динамо», на Центральном совете «Динамо», чемпионат Центрального совета «Динамо», просто за «Динамовское общество» выступал по самбо. Поэтому могу сказать, что я выходец из единоборства, так назову. Я не знаю, я, наверное, не прав или я прав, но почему-то мне кажется, что у нас коллективные виды спорта, там, где надо чувствовать локоть товарища, они индивидуальные, где ты сам за себя, они хуже получаются. Когда коллективные? Да. Футбол взять. Я понимаю, о чем вы говорите. То есть, когда ты, вернемся к слову единоборство, то есть ты один. У тебя все, сила воли. Как был у нас замечательный тренер, который говорил, это слово, наверное, присуще всем мужчинам. Если ты что-то сделал, он кричит, ты мужчина, ты мужчина, то есть он тебя, так сказать, восхваляет, у тебя там появляется второе дыхание, ты начинаешь, или без борьбы нет победы одному. Коллектив достаточно сложно и собрать, и скомплектовать, и в то же время найти какой-то такой, знаете, как у музыкантов бывает, чтобы единый этот ансамбль был. Мы вчера долго беседовали и с руководителями вашим
одним из руководителей республики, с руководителем клуба Магомедом Даудовым. Затем там Рашид Рахимов, тренер ваш, подошел. Вот уже, так сказать, мы вообще остались там Рашид Рахимов, там пару представителей было Локомотива, потому что мы все дружны. Это на поле точно так же, как и единоборцы. Ты можешь боксировать или бороться, а в итоге после окончания схватки, после ковра ты придешь, обнимешься и пойдешь чай вместе пить. У спортсменов есть такое, это очень здорово. Так вот, с Рашидом Рахимовым мы вчера разговаривали, сидели, чай пили очень допоздна. И он как раз и отмечал вот этот факт, что вот создание единого коллектива, как вы говорите, локтя вот этого, это очень важно. Это очень важно. И очень трудно. Вы правильно говорите о том, что в коллективном виде спорта это сложнее. Кто-то считает, что он, особенно когда есть какая-то диспозиция такая, связанная, знаете, с чем? С какими-то достижениями. Ведь команда как комплектуется? Где-то ты новичка взял какого-то именитого, где-то ты взял человека, который завоевал какие-то там достижения, достиг, а где-то есть свои воспитанники, которые только подрастают. И вот из этого надо такого симбиоза создать, знаете, вернее, из этого вот коллектива такой симбиоз надо создать, который и уважение к старшим, и к мастерству, и в то же время помощь на поле. Вот там вот как раз и, наверное, вот мое мнение, наверное, там и как раз должна быть рука тренера, не только тренера по спортивным, так сказать, достижениям, но и тренер должен быть и психологом в том числе. Это одна из больших, побеседовать, решить, чтобы вот как раз, знаете, как говорят, когда идешь в атаку, надо знать, кто прикрывает спину. Это же, Вот наверное, вы везде. знаете, я очень люблю исторические романы читать, и все, что я читал о победах римских легионов, везде подчеркнуто было то, что это была победа Коллектива. коллектива, именно коллектива. А если и были поражения, то это были поражения, когда коллектива не было. Это был марш. Я с вами согласен, я тоже люблю исторические различные романы и историю вообще. Ну, часто летаю, очень часто, и читаю. И я хочу сказать, это правильно, потому что как, обычно как бывает, ты в коллектив, если тебе надо развалить что-то, и в сплоченном коллективе, надо туда какого-то жучка запускать, в кавычках говорю, который бы это внутри. Засланный казачок должен быть. Да. Поэтому, безусловно, вы правы, что индивидуальное мастерство, индивидуальный вид спорта, такой как единоборство там, или любой возьмите, фигурное катание, там, какое угодно, гимнастика, это одно, а коллективный вид спорта это совсем две вещи разные. А вот в Бразилии чего не хватило российской сборной? По-моему, как раз-таки Германия показала, что превосходство коллективной игры, когда каждый знает в этом легионе свое место. Вы знаете, вы правильно говорите. Наверное, в том числе и менталитет, наверное, какой-то сыграл. Все же немцы это такая нация. Пунктуальность. Не то, что, да, в организованном плане. Это такая, знаете, более, по-простому, наверное, сказать, более командная, наверное, нация, которая понимает дисциплину, понимает жесткость, наверное, руки, которая ведет. Для них не существовало авторитетов у немцев в команде. У них были там игроки, такие как Лам, к примеру, я беру тех, которые вот сейчас уже отошли, которые очень авторитетные, кучу трофеев завоевали. Но это не существовало такого, допустим, превосхода. Я очень хорошо знаю команду, руководство. Не существовало для них там каких-то... Да, они, молодежь, присматривалась, брала примеры, но они все в равных, так сказать, равный голос имели. Что Хедира, что Зил, что Мюллер, они все, тем более то же самое, ребята все и молодые, в том числе. Воспитание, наверное, вот еще что сказывается. У нас, может быть, я команду знаю очень хорошо. Более того, с этой командой я в футбол пришел в активный, так сказать, руководящую должность. Пришел в 2005 году. И многие еще из тех ребят, которые были при нас, когда мы руководили национальной командой, они еще оставались и сейчас были. Вот. Могу сказать, что, наверное, что-то недоработали. Может быть, в психологическом плане, может быть... из группы мы, конечно, должны были выходить, если так уж. Не хочется сейчас ворошить, потому что я уверен, что и Капелло... если не поворошить, наверное, то в 2018-м... еще 16-й надо. Да, еще 16-й. У нас еще 16-й есть. Это Европа, это Париж, я имею в виду во Франции Европа. И нам надо и
понятно, что в 18-м мы прошли как хозяева без отбора. Но без борьбы, я повторюсь, нет победы. Надо бы и здесь побороться. Я почему говорю Ахмат-арена? Ну, Ахмат-арена, вот у нас наш стадион, и там висят баннеры, растяжки «Россия чемпион мира, 2018 год». И поэтому... ну, знаете, это Сергей Александрович Фурсенко, этот лозунг, когда он был президентом Российского футбольного союза, он как-то акцент на это сделал. Ну, наверное, если не ставить цели, можно ничего не добиться, вы же знаете. Какая-то должна быть цель, любое. Строительство, вот, я думаю, строительство какого-то объекта тоже цель ставится, а в наше время, еще, так сказать, в старые времена, там, 5-летний план какой-то был, попробуй ты его не выполнить, правильно? Поэтому здесь какая-то цель. Вот Сергей Александрович Фурсенко поставил цель, там, в 2018-м стать чемпионами. Конечно, это очень трудно, и, наверное, это требует более длительного срока времени подготовки наших игроков, россиян, для того, чтобы стать чемпионом мира. И тем не менее, в наших ранцах чемпионский кубок, мы уже должны о нем иметь представление. Ну, конечно, а как, если мы не будем иметь, и жажда победы, это ни у кого не будет. А я как раз хотел сказать, что после вот последних, ну так скажем, последних матчей российской сборной, Я понимаю, иногда руки опускаются. Я и так рукой махнешь и думаешь... Вы знаете, ведь, честно сказать, всегда любят повторять и министр спорта наш, и руководитель, да и мы тоже. Все равно вот говорят, что во главе пирамиды футбольной стоит на самом высшем, так сказать, высшей позиции стоит национальная сборная. Так. Национальная сборная. И, безусловно, в том числе и неудачи национальной сборной, они влияют на всю эту пирамиду. На рейтинги, вот вы в телевидении, вы понимаете, что это такое, разбираетесь. На привлечение партнеров, спонсоров. На, будем говорить, на наше положение. У нас тоже в футболе, в мировом, европейском существует, так сказать, бонусная система подсчета национальных федераций, сборных, в каком рейтинге, где мы стоим, на какой позиции. Это тоже табель о рангах своеобразная. Совершенно верно. Дальше. На количество наших представителей в европейских, для участия в европейских кубках, к примеру, сколько команд у нас будет зависеть, это же тоже от рейтинга зависит, сколько у нас будет в Лиге чемпионов, сколько в Лиге Европы. То есть это целая пирамида, во главе которой на вершине национальная сборная. И выступление ее, это очень многое. Вы, наверное, вспоминаете, что 8-й год, когда Хиннинг был, и когда мы завоевали бронзу, был такой бум. Я просто, честно говоря, даже сам не ожидал. Вот, допустим, майку сборной России, по тому времени у нас еще тогда была компания Nike, как сейчас я помню. Так. Вот. Майку сборной России нигде невозможно было купить. Вот идя на матч, я помню, когда мы играли с голландцами, эти майки не могли нигде купить. Их ни одного билета невозможно было взять на самолет, чтобы добраться как-то перекладными добирались для того, чтобы посмотреть игры. То есть выступление национальной сборной – это огромный, так сказать, толчок, успешное выступление для развития всего, не только футбола, но вообще спорта. Но это больше выходит, чем спорт. Это уже политика, конечно. это престиж страны в общем. Конечно. Это, и в том числе и престиж страны, в том числе, наверное, даже не в том числе, а, наверное, как-то надо это вместе. Спортивный результат. Ну вот выступление на Олимпиаде в Сочи, допустим, и на универсиаде. Конечно, это престиж страны, когда мы в командном зачете занимаем первые места. И, конечно, это престиж. Так и выступление сборной. Так, Сергей Геннадьевич, тренер футбольного клуба, либерал, демократ, диктатор, тиран, деспот. Кем он должен быть? Ваше субъективное мнение. А я одним словом скажу, вы не назвали. Одного Кого? не назвали. Что? Я бы назвал просто дипломат. Нет, я на самом деле дипломат, но этот дипломат должен себя включать в почти все те грани, которые вы назвали. Тиран, деспот, папа и так далее. Вот все, что вы назвали. То есть это должен быть человек, а в итоге, если выровнять, то это должен быть дипломат, должен быть классным специалистом спортивным, безусловно. Скажите, как обычно, этот вопрос, наверное, вам часто задают. Вот вкладывать финансы в легионера или в детско-юношеские спортивные школы? Я даже не смог вопрос сформулировать. Да, вы не смогли сформулировать. Почему? Вы сформулировали очень правильно и здорово сформулировали. Я хочу сказать, что давайте я вам помогу чуть-чуть, если можно, и разделю этот вопрос.
Не надо мешать сейчас. Вот я просто говорю, и пусть телезрители нас Так. об этом знают. Ну вот руководители футбола, спорта вашего, они понимают. Мы вот общаемся на эту тему. Безусловно, это вопрос очень наболевший, его задают. Но вы, наверное, вот мы с вами говорили перед началом нашего интервью, вы помните, как подымалась Чечня, вот последние там, Так. ну, будем говорить, десятилетия, там, вот этот Так. вот промежуток времени. Точно так же было и с, ну не так, но во всяком случае очень плохие дела были, в том числе и с детско-юношеским футболом и молодежным футболом вот в промежутке с 93 по 2003 год. Практически он был в громадном упадке, в громадном. И вот то, что провал такой был, у нас не было ребят, которыми мы бы могли и в том числе и составлять шикарную, хорошую, квалифицированную национальную сборную. Был дефицит кадров, так назову, громадный дефицит. Сейчас, вот начиная там с 2005 года, постепенно стали возрождаться академии при клубах. Очень большую роль играют, конечно, футбольные клубы. Я не хочу обижать ни Министерство образования, ни Министерство спорта, которые курируют детские и юношеские спортивные школы. Они, как у нас еще в Советском Союзе это было. Вот. Но так сказать, огромный толчок это дали профессиональные клубы. При каждой, у нас есть в регламентных нормах, что при каждом профессиональном клубе, ну я говорю, высший дивизион, футбольная национальная лига, она сейчас подтягивается, профессиональная лига подтягивается, должны быть свои академии. То есть это прописано уставом, Да, это закон. это в регламенте прописано, в нашем регламенте, что любой клуб высшего дивизиона премьер-лиги обязан иметь свою академию. Это прописано. Если ее нет, он не пройдет лицензирование, не получит сертификат для участия в чемпионате России. Или же было, сейчас достаточно еще строже стало, или же было какая-то заключен договор с какой-то детско-юношеской спортивной школой, аффилированной, что вот клуб патронирует, финансирует эту школу, и все воспитанники этой детской школы, они, по сути дела, являются воспитанниками клуба. Ну так назовем. Вот этот провал, он сказался в том числе и почему начали появляться легионеры. Вот. Потому что конкурентности была слабая конкуренция, очень слабая. Был ряд клубов, которые только могли там держать элитных, там несколько российских игроков, которые на тот момент был. А нехватка мастеров, она сказывалась и на международной арене, да и внутри. Дальше было постепенно принято ФИФА. Идея у ФИФА была такая, что необходимо сделать ограничение легионеров на поле. Это в общем в масштабе всех федераций, там, всех стран. Блаттер такую идею выдвинул. Вот. И, значит, идея это была, там, давайте перейдем к системе 6+5. В принципе, дальше, так сказать, лозунгов ФИФА не пошло. Но некоторые страны, в том числе и мы поскакали вперед всех. И, по сути дела, приняли этот лимит. И у нас было 6+5. Он не давал нам тоже, так сказать, каких-то привилегий для развития наших игроков, но постепенно сужалось количество легионеров, которых раньше возили пачками. Ну, будем так говорить, что Так. очень много возили, и притом возили иногда и недостаточно квалифицированных игроков. Вот. 6+5. Дальше все посмотрели о том, что там переход был определенный, даже ужесточение. То есть, в конце концов, там могли уже к 2010 году надо было перейти 5+6. То есть, еще и вообще там, по сути, россиян было бы больше намного. Но посмотрев, это Мутко Виталий Ильич еще тогда был президентом РФС, дали еще раз попросили клубы дать послабление, давайте еще там продлим 6+5, и продлили практически там еще года на 2. В это время началась уже там какая-то подготовка в школах. Они еще молодые ребята, но уже постепенно возраст там подходил к 15-16 лет. То есть эффект был, но недостаточно большой. Ну а дальше после этого началось то, что дефицит российских игроков привел к тому, что бешеные зарплаты стали россияне просить, громадные, даже не по своему там мастерству. И в итоге большинство клубов и большинство тренеров сошлось на мнении в том, что лимит вообще чуть-чуть вредит, в том числе и с точки зрения выворачивает руки руководителям клубов в плане финансовой своей составляющей. Россиян не хватало категорически, а учитывая лимит 6+5, надо же было где-то брать этих россиян, 5 человек. Вот. В итоге было неоднократное совещание, и пришли к выводу, что вот при Фурсенке давайте сделаем 7+4,
7 иностранцев, 4 россиянина. Еще дадим какой-то переходный момент для того, чтобы у нас стала появляться там молодежь, юношеская сборная Колыванова, тогда мы были в Люксембурге, выиграла чемпионские звания. Вот. Кстати, очень поразительно, я думаю, что для ребят, вот, кто слушает, для наших телезрителей, наверное, им тоже надо бы это услышать. Юношеская сборная Колыванова выиграла чемпионат Европы, а из того состава всего один игрок сейчас играет. Да? Да, один единственный. Один в запасе сидит, и один выходит. Прудников выходит, а еще один у нас в ФНЛ парень сидит в запасе. А мы играли национальной сборной юношеской Колыванова против немцев. Против немцев. Немцы не заняли тогда чемпионами. Из этой немецкой сборной, той, которая была там, они, по-моему, вторыми стали. Вот. Из этой сборной 6 человек сейчас играет в основном составе национальной сборной Германии. Сергей Геннадьевич, а вот матчи чемпионата мира 2018 год, стадионы, технология, вот, лицензирование, я не знаю, какое слово подобрать. Правильно Как говорите. получилось, что одни стадионы, допустим, будут принимать эти матчи чемпионата мира? Вы знаете, опять же, давайте просто разделим, чтобы все знали о том, что это прерогатива ФИФА. ФИФА организатор чемпионата мира 2018 года, или, будем говорить, выбирает страну, которая проводит. Дальше создается оргкомитет, который финансируется, я имею в виду, от ФИФА создается. У нас тоже свой создан оргкомитет, который финансируется со стороны ФИФА. И ФИФА выбирает места, где, ну, конечно, по представлению наших руководителей страны, руководителей оргкомитета нашего, выбирает те города, которые необходимы для проведения матчей или подходят для проведения матчей чемпионата мира. Так сказать, так называемые подгруппы разбиваются, вы знаете, эти подгруппы играют в определенных регионах. А какие параметры? Это география? Правильно. Там... Я и хотел сказать, что, во-первых, это коммуникации, удобность подлета, удобность подъезда болельщиков, они очень большое внимание уделяют. Ну, потому что вы должны понимать, болельщики — это деньги, это посещаемость, это атрибутика, это мерчендайзинг, это там общепит, это размещение в гостинице, переезды, билет. То есть это громадные средства, это деньги. Вот. Поэтому удобность подъезда, чтобы болельщикам было удобно подъехать к тому или другому региону. Ну и, конечно, дальность. Там, допустим, у нас последний город, вы знаете, который выбран, это Екатеринбург. Вы представляете, тоже. Это Урал. Тоже, да, Урал тоже прилично. Да. Ну, вот выбрали, и у нас география получается там Калининград, Екатеринбург, Сочи и здесь Москва. Даже не Москва, а выше еще Самара. А я с долей обиды, кстати, вы, наверное, Я понимаете, понимаю, о на чем что вы я говорите, намекаю. но я не выбирал, не входил в оргкомитет. Я понимаю, конечно, отстроив такую шикарную арену, как Ахмат-арена, это стадион, я даже могу сказать, что я, договорившись с руководством республики, с президентом Рамзаном Ахматовичем. Да, Рамзаном Ахматовичем, прошу прощения, да. Вот, с Магомедом Даудовым мы договорились, и я проводил здесь, я член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг. Это входят 28 лиг у нас, все Европы, будем говорить, крупнейшие лиги, мелкие все. И там есть совет директоров из 8 человек, туда вот выбирает. Вот я был выбран, уже один из старейших там являюсь. Так вот, договорившись с президентом Кадыровым и с Магомедом Даудовым, я проводил совет директоров. Каждый год кто-то из членов совета директоров приглашает к себе для того, чтобы проводить совет директоров. И я не стал проводить его в Москве, а провел его в Грозном. Вы, может быть, знаете, а может быть, не знаете, но это событие было такое, которое мои коллеги, а в совет директоров входят, я вам назову страны, и вы поймете почему. Англия, сэр Дэйв Ричард, Франция, Фредерик Теврис, немцы, Раубаль, доктор Раубаль, дальше итальянцы, вот, дальше голландец, россиянин, голландец, дальше, сейчас я вам скажу, кто у нас был, испанец Хосе Астерзиан. Вот. И я, благодаря поддержке руководства республики Рамзана Кадырова, нам дали самолет.
Я загрузил их в Москве в самолет, они прилетели, они были в шоке. Ассамблея должна была быть на следующий день, генеральная так называемая, а совет директоров накануне. И я их привез всех в Грозный. Вы сказали, что болельщики – это финансы. Это деньги, так скажем. Я сейчас, секундочку, сейчас до конца хочу договорить по поводу вашей арены. Арены вашей, о чем вы говорили. Вот привезя их в Грозный, нас встретил президент Чечни, мы провели совет директоров у него в резиденции, все были просто восхищены и гостеприимством, и тем, как все, на каком уровне все прошло. А дальше нас повезли я попросил, и нас повезли на Ахмат-арену. Ахмат-арену. Сэр Дэйв Ричард, английский, он очень хороший дядька, очень хороший, в возрасте уже достаточном. Он был президентом Евролиги нашей, а мы у него совет директоров. Они были все поражены стадионом. Они вышли, они такого не видели. Ну, видели, наверное, там Уэмбли и так далее. Но вот то, что они не ожидали, видимо, в Чечне увидеть такую арену, они были просто поражены. Потом неоднократно писали там, и так далее об этом событии, и пресса, и они высказывали у себя. Там, то есть это такая популяризация была просто не только России, но и Чечни. Мы очень поблагодарили руководство республики, вернулись в Москву, провели ассамблею. На следующий день мне куча пришло там благодарность. Спасибо, Сергей, за то, что ты вот нас отвез там, в регион свой, такой регион, как Чечня. Все же думали Чечня, а там такая Чечня им, что они несли Дубай. Не снились, наверное. Это приятно да, слышать. Вот я так бы сказал. Конечно, безусловно, при выборе городов, наверное, не повлияло то, что здесь построена такая арена была. Что-то еще повлияло. Повлияло, наверное, коммуникации какие-то, повлияли еще какие-то события. Но я думаю, что у нас еще все впереди. Все впереди, я этим и хотел. Я что вам хотел сказать? Вот удивительно интересная беседа. Ну, формат передачи уже к концу подходит наше пожалуйста. время, и у вас есть 50 секунд, чтобы обратиться к горожанам, к жителям республики, что-то пожелать. Ну, что я вам пожелаю? Во-первых, я хочу всех поздравить жителей Чечни, руководство республики, всех, самые отдаленные районы. Вот, с наступающим Новым годом. Знаете, у всех разная религия, но давайте так назовем, что Всевышний у всех один, и дай Бог, чтобы у всех было благополучие, тишь, счастье, чтобы поменьше было, чтобы люди радовались, поменьше было неприятностей в жизни, чтобы у вас все сложилось хорошо. Вот. Главное, чтобы процветал народ, все же, что ни говори, а народ все чувствует. Поэтому с Новым годом еще раз всех, удачи. Я думаю, что мы всячески поддерживаем развитие и футбола, и спорта в Чечне. Будем поддерживать дальше по мере наших возможностей. Это мы едины, дружим веками. Поэтому еще раз всех поздравляю и всем удачи. Спасибо. Вам спасибо, а вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, что в гостях в студии «Вечерний чай» был Пряткин Сергей Геннадьевич, президент Российской футбольной премьер-лиги. Громадное вам спасибо. Пожалуйста, до встречи.